Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Добрый вечер, Грозный! Спасибо, что переключились на наш любимый телеканал и проводите это время с нами. Мы вновь собрались в нашей любимой студии, дабы подвести итоги ушедших дней. И знаете, начать наш сегодняшний выпуск мне бы хотелось с небольшого такого доброго рассказа. Вот еду я сегодня на работу, сажусь в машину, скажем так, прямо в не очень хорошем расположении духа. Но водитель такой попался приветливый. Прям какая-то душевная беседа у нас сложилась. Едет хорошо, довез вовремя. По пути было дело, правда, остановил нас гаишник. И думаем, вот нарушили что ли? Да нет, просто пожелал хорошего пути, попросил быть бдительнее на дорогах. Приезжаю на работу, все встречают с улыбкой, охранники буквально машут. И я думаю, в чем дело? Что случилось? Что вообще случилось, что происходит вокруг? Как оказалось, сегодня, 17 февраля, празднуется Всемирный день спонтанного проявления доброты, друзья. Да, такой праздник действительно существует, и он отмечается, как оказалось, ежегодно по инициативе международных благотворительных организаций. И я призываю вас, дорогие наши телезрители, будьте добрее и не только в этот день. Не стесняйтесь проявлять доброту даже спонтанно. Ну а мы давайте приступим. Добрый вечер, Грозный! Дорогие друзья, эта неделя оказалась очень щедрой на праздники. Дело в том, что на этой неделе, 13 февраля, свой профессиональный праздник отмечали наши коллеги по цеху. Конечно, их не видно в кадре, но по голосу их может узнать каждый слушатель радио. Естественно, мы не могли обойти стороной это знаменательное событие — Всемирный день радио. И у нас сегодня в гостях наш добрый друг и просто хороший человек. Главный редактор радио «Грозный» Руслан Загаев. Встречаем! Здравствуйте. Сажусь. Спасибо тебе большое, что уделил нам время, почтил нас своим визитом. И, конечно же, мы снова поздравляем вместе с нашими телезрителями все радио Грозный с вашим профессиональным праздником. Большое спасибо. Вот злые языки считают, что у нас, у радищиков, слишком большое количество праздников. И когда происходит такое, говорят, сколько у вас праздников? Я всегда говорю, что всего 3. Это День диджея, Всемирный день радио и День радио, который мы отмечаем 7 мая. Но, думаю, наши телезрители и все слушатели радио Грозный присоединятся к нашим поздравлениям. И в особенности моя бабушка. Вот, чтобы ты понимал, у нас дома на кухне в обязательном порядке должен стоять радиоприемник. За несколько последних лет, конечно, там радиоприемники сменились, но в обязательном порядке. Она готовит завтрак, неважно, она просто с нами разговаривает, пьет чай. Всегда включено радио Грозный, и мы уже привыкли просыпаться под радио, ужинать, обедать под радио, и вся наша жизнь уже наполнена радио, поэтому, думаю, она тоже присоединится к поздравлениям, и она благодарит вас за вашу работу. Спасибо большое. Пользуясь случаем, большой привет бабушке. Стоит, наверное, отметить и тот факт, что у людей постарше, у них, безусловно, бывает такой бесспорный и безупречный вкус, поэтому я уверен, что они выбирают только лучшее, и тем более дальше уже позиционируют это лучшее для своих домочадцев. Руслан, ты уже главный редактор радио Грозный. Сколько лет ты уже отдал работе на радио? В этом году будет 15. 15 лет? 15 лет, да. Время летит незаметно, все это... Это очень большой путь. И, да, безусловно. А с чего начинался этот путь? Вот. На самом деле... Я, наверное, если проводился бы некий рейтинг случайных людей на радиостанции, мне кажется, я был бы однозначно в топе, потому что вот, ну, я действительно случайный человек на радио. У меня мои коллеги и мои друзья как-то говорили, вот ты очень классно рассказываешь анекдоты, там такой рассказчик интересный, почему ты себя не попробуешь в радиоэфире? Я всегда очень скептически к этому относился. Был такой друг мой. Ну почему был он? И сейчас есть, просто сейчас находится не дома. Зовут его Ахмадов. Он сказал, что вот ты должен, ты просто обязан попробовать себя в качестве радиоведущего. И вот, откровенно говоря, просто не отстал. Я пришел на радио, думаю, мне кажется, нам стоит поблагодарить Ахмада за то, что он так все-таки тебя заставил. Наверное, да. А вот за 15 лет, действительно, это очень большой срок, за 15 лет не было желания заняться чем-то другим?
На самом деле это желание до сих пор присутствует, но вот, понимаешь, профессия, наверное, радиоведущего, это такая профессия, которой приходится отдаваться всецело, и времени на какие-то другие моменты просто не остается. Вот так, как в хороших фильмах, я бы хотел бы заняться, например, живописью или там кастомной прокачкой каких-нибудь там стареньких «Жигулей», но, к сожалению, времени не бывает. Ну, я не сомневаюсь, что у тебя наверняка есть какое-то хобби. А чем ты занимаешься в свободное время, если, конечно, у тебя бывает оно? Не, безусловно, бывает. Я, честно говоря, не верю людям, которые говорят, что у меня нет свободного времени. Время всегда есть. Главное, его с пользой как-то или рационально тратить. На данном этапе, к своему стыду, увлечения у меня нет. Ну, если только и увлекаюсь, то едой. По мне это видно. Но и с этим нужно, да, завязывать и поменять, по крайней мере, это увлечение на что-нибудь такое более полезное. Руслан, как мы помним, в 2017 году радио Грозный посетил главный гость, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. И вы вместе провели эфир, насколько я помню. Каково это было? Каково было брать интервью у первого лица республики? Это, ну, на самом деле эйфория такая легкая, в хорошем смысле этого слова. Во-вторых, ты становишься вмиг самым популярным человеком в республике, потому что твой телефон обрывается. Вот мой коллега Адлан Гайтукаев не даст соврать, обрывается твой телефон, тебе начинают звонить и спрашивать, как это, что там. Ну, как? То есть я не первый, кто задал этот Жизнь-то вопрос, наладилась, да? Ну, безусловно, наладилась. Если первое лицо в республике, почетный президент чеченской телерадиокомпании «Грозный», герой России Рамзан Ахматович Кадыров, если бац и приходит в эфир, ну, естественно. Хотя это, в свою очередь, обязывает уже к чему-то большему, я не знаю. Но мне кажется, с этой обязанностью ты неплохо справляешься по сей день. Да, это Бог, да. Руслан, вот твои коллеги, мы, вот люди, которые работают на телевидении, мы вот появляемся в кадре, вот люди могут нас узнать по нашей внешности, узнать нас где-то на улице. А бывает такое, что тебя узнают по голосу. Слушатели радио слышат только голос. Вот бывало, к примеру, такое, что вот в маршрутке ты просил передать за проезд, а тебя попросили там поздравить Адлана Сатагов и поставить песню Макимежива, к примеру. Там же в машине причем. Вы знаете, на самом деле парадокс, да, в какой-то степени, да, меня, не только меня, моих коллег узнают по голосам, потому что, ну, наверное, это является неким показателем того, что радиоэфир слушают. Очень часто происходило такое, что в ходе беседы мне говорят, а это радио, что, балбящий будет. И на самом деле это со мной обычно заканчивалось в мою пользу. Да, вот есть какая-то длиннющая очередь, и я подхожу, говорю, кто крайний, не подскажете? Радио Грозный. И они узнают, пропускают без очереди. Ну, ты начинаешь говорить, как человек-джингл. Ну, у работника радио, мне кажется, вот просто не может быть плохой музыкальный вкус. И сейчас очень распространено, когда в машине кто-то едет, снимает видео, и в машине играет какая-то музыка. Что слушаешь ты в машине? Тоже радио Грозный или же все-таки у тебя свой плейлист? Я, кстати, да, заметил одну вещь, что вот тот план, о котором ты говоришь, вот эта съемка руля, эта штука популярная только у нас в республике. По-моему, только в Чеченской Республике круто снимать руль и какую-то песню. Как думаешь, с чем это связано? Я не знаю. Но я боюсь, что я кого-то обижу. Наверное, это отсутствием креатива. Вот чем это связано. Кстати, вот такие видосы очень часто попадают ко мне на телефон. Но там обязательно такая приставка бывает. Брат, локшой гмилу хайон. Новая рубрика, да, на радио? Да, новая, угадай. А слушаю, ну, я, наверное, всеядный. Я слушаю любую музыку, потому что, ну, по роду моей деятельности мне приходится фильтровать что-то. Ну, предпочтение отдаю, естественно, классики, что-нибудь Металлика, AC/DC, что-нибудь непотопляемое. Конечно, доля радиоведущего очень нелегка, и мне кажется, одним из качеств, которым должен обладать любой радиоведущий, мне кажется, это искусство импровизации, потому как, возьмем, к примеру, вашу рубрику «Час приветов», когда в Инстаграме под публикацией пишутся комментарии, поздравления, и вам надо синхронно буквально это читать лайфом, и надо вот фильтровать, наверное, несколько. Это очень сложно. На самом деле, извини, что я тебя перебил,
Многим радиослушателям кажется, что они даже нервничают, почему вы не зачитываете все наши текстовые сообщения, почему вы запинаетесь и так далее и тому подобное. На самом деле одна из самых сложных рубрик, потому что тебе пишут не факт, что грамотные люди. Во-вторых, пишут не весь, что можно озвучивать в эфире. Особенно учитывая нормы чеченского менталитета, приходится фильтровать. Ты как человек фильтр на самом деле. И очень часто основная из проблем, тебе пишут сообщения латиницей на чеченском языке. И все это вперемешку с обычными сообщениями, которые мы пишем кириллицей и так далее. Всегда приходится очень быстро перестраиваться. Но наши коллеги вроде неплохо справляются. Спасибо большое тебе, Руслан. Мы поздравляем тебя и всех твоих и наших коллег с вашим профессиональным праздником. Шоудал это был. Удачи вам в вашей работе и процветания радио Грозном. Спасибо. Большое спасибо, что позвали. Дорогие друзья, приятная новость пришла к нам на этой неделе. Дело в том, что ансамбль «Заманхо», наш ансамбль «Заманхо» Департамента культуры мэрии города Грозный выиграл гран-при в международном фестивале танцев Folk of Dance, с чем мы их поздравляем. Конечно, это огромная заслуга, это достойно бурных аплодисментов. И знаете, это очень сильно радует, действительно радует, и гордость берет за нашу молодежь. Сколько у нас талантливой, творческой молодежи. И ведь это нисколько не удивительно, потому что для этого создаются все условия. Настолько, что даже недавно начала свою деятельность целая общественная организация, которая называется «Союз талантливой молодежи», руководитель которого сегодня у нас в гостях. Встречаем Магомед Султан Салтымурзаев. Машол. Мама, да кому как не тебе, конечно, руководить такой организацией. Я просто сам помню, когда только на первом курсе я пришел в университет, до прихода в университет, где-то в 11 классе, я с другом наткнулся на пару твоих треков. Мы пытались повторить тот самый флоу. Конечно, сначала пытались понять, что там за текст, потому что найти его в интернете было просто невозможно. Я прихожу на первый курс, первое мое мероприятие, и сразу тот самый докер. И вот прошло 3-4 года, ты уже в гостях в моей передаче. А чего добился ты, докер? Я добился того, что ты пригласил меня на свою передачу. Хорош. Но, конечно же, Мамад, это все шутки. И для тех, кто, может быть, не знает, но я об этом сильно сомневаюсь, Мамад действительно очень талантливый человек, участник команды КВН. Рэп-исполнитель, поэт, сейчас еще руководитель общественной организации. Как ты все это успеваешь, мама? Что тебя мотивирует всем этим заниматься? Ну, наверное, главным таким движком является то, что я не могу, когда у меня есть свободное время. То есть, если у меня появляется свободное время, я начинаю выдумывать сам себе, можно сказать, работу. По сути, эта организация так и создалась, потому что у меня выдалось немного свободного времени по вечерам, и я хотел себя как-то занять, потом мне посоветовали, почему бы тебе не попробовать. Вот, и я То есть идея была какая-то спонтанная, да? Да, мне предложил эту идею начальник моего отдела. Я работаю в Министерстве по делам молодежи, Айшат Насугаева. Еще один факт про Магомеда Султана. Да, Айшат Насугаева сказала, вот у тебя же есть все данные, почему бы тебе как бы не возглавить такую молодежь и не помочь им, потому что ты через это все уже прошел. По сути, я так подумал, я вспомнил себя в те годы студенческие, я тоже как бы считал себя талантливым человеком, но я не находил то русло, в которое пустить вот всю свою энергию, чтобы это дало какие-то плоды. А сейчас как бы я уже и универ окончил, и по стране поездил, и поработал в Министерстве по делам молодежи уже почти 4 года, провел различные мероприятия. И я как бы знаю, где и как можно использовать тот или иной талант, как помочь им реализовать себя, как быстрее достигнуть определенного уровня. И вот я решил создать такую организацию, чтобы вот именно сплотить талантливую молодежь в нашей республике. То есть я правильно понимаю, что задача, которая ставит перед собой ваша общественная организация, это помогать талантливой молодежи в их продвижении?
помогать, раскрывать, помогать добиваться их каких-то целей, вот, подсказывать и так далее. Предоставлять, может быть, площадку, потому что в том же Министерстве по делам молодежи проходит масса мероприятий, но зачастую студенты бывают даже не в курсе об этом, студенты и молодежь в целом, что такие мероприятия проходят. Вот, информировать их и говорить, что вот есть такая площадка, почему вы не участвуете, приходите. Это очень благородно. А я так понимаю, организация уже начала свою деятельность, да? Что вы уже успели сделать, к примеру? Организация действует уже чуть больше 2 недель, но мы уже успели выиграть кубок. Это кубок интеллектуальной игры «Что, где, когда». Игра Уже за 2 была, недели. да, игра была приурочена к 6-летию концепции духовно-нравственного воспитания. Вот, и тематика была такая, когда я узнал, я ребятам сразу сказал, и несмотря на то, что мы на тот момент, когда я собирал команду, мы существовали только неделю, у меня набралось 5 команд. В одной команде это 6 участников. То есть 5 команд от нашей организации участвовало в этом конкурсе. Наверное, поэтому мы и победили. Но я спросил про регламент этой игры. Мне сказали, сколько наберется, столько и можете участвовать, никаких ограничений нет. Я сказал, ну нам сказали 1-2, когда это говорили, но у меня резко набралось 5. Вот, но я связался, спросил, сказали, можно. А как удалось вообще собрать столько людей вот, в организации за 2 недели? Каким образом вообще проходит какой-то отбор туда? Может, есть студент, который нас сейчас смотрит и которые хотели бы вступить в организацию? Принимаются все желающие абсолютно. Ну, набор как начался? У меня-то вот по мере того, как я проводил мероприятия, были знакомые в вузах, активные ребята. И вот я связался вот с местными, так сказать, лидерами определенного контингента людей и сказал, что вот я хочу создать такую организацию. Наверняка у вас есть какая-то группа в WhatsApp, где вы вместе сидите, обсуждаете какие-то мероприятия. Пожалуйста, сообщите туда, что будет такая организация. Если есть желающие, пускай пишут мне на WhatsApp. Вот. И сейчас у нас в группе в WhatsApp уже около 100 человек, которые активно уже вовлечены в процесс. Помимо интеллектуальной игры мы и съездили в музей к Илесу Татаеву. Это очень талантливый художник, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Мы к нему съездили, ребятам тоже очень понравилось. То есть человек 30-40 побывало у Илеса. Он был тоже очень рад нам, потому что говорил, что редко к нему приезжают. Вот, и ему хочется показывать свое творение, а такого вот музея, аналога такой галереи в мире не существует. Действительно, очень своеобразная галерея. Советую, если будет время, проехаться. Это вот в черте Советуем города. и всем нашим телезрителям. Знаешь, вот, Мамад, вот я тебя слушаю, 2 недели всего существует организация, уже создали 5-6 команд на интеллектуальную игру, куда-то выехали те же самые 20-40 человек. И то, что так быстро собрались эти люди, то, что они так активно уже принимают участие, мне кажется, это и полностью заслуга и твоя, и в принципе самой этой идеи. Это действительно очень благородно, и я вижу огромную перспективу этой организации. Мы желаем вам удачи. И, собственно, хотелось бы отметить еще один момент напоследок, Мамад. Вот ты несколько раз упомянул о том, что ты ведешь мероприятия. Я сам тоже в курсе этого. Но я тоже веду мероприятия, я веду разные программы на нашем телевидении, но меня никогда самого не приглашают в какие-то передачи. То есть мне всегда хотелось бы быть гостем какой-то передачи и рассказать о себе, потому что, как правило, обо мне идут какие-то слухи, что я зазнался, что я пуп земли, что я очень высокомерный, что чуть ли не вся вселенная держится на мне. Но я же адекватный человек, я же понимаю, что не все из этого правда. Поэтому хотелось бы донести это и до зрителей тоже. Давай с тобой вот так несколько симпровизируем, будто ты ведущий программы «Добрый вечер, Грозно», а я у тебя в гостях. Давай попробуем. Если честно, я не совсем готов, потому что... Ничего страшного, ничего страшного. Я написал сценарий, все готово, тебе просто надо пойти по сценарию. Ну, по сценарию я могу пойти. Хорошо, давайте попробуем. Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Мы сегодня собрались в этой студии, чтобы подвести итоги недели. У нас сегодня в гостях очень необычный гость. Это завидный жених Чеченской Республики, гордость университета,
Ирисхан, я все верно говорю? Да-да-да, все верно. Мама, ты лучший ведущий. Продолжай. Ирисхан. Лучший ведущий Чеченской Республики Ирисхан Тараев. Ирисхан, маршал, очень рады, что ты уделил время и пришел к нам Спасибо, на что студию. Можешь пригласили. присаживаться. Очень хорошая у вас студия. Дизайн хороший, нравится очень. Да, кстати, хорошо поработали. Ирисхан, вот сразу начну с такого вопроса. Сложилось такое мнение, что ты после всех своих успехов немного зазнался, что у тебя появилась звездная болезнь. Но я-то знаю, что это не так. Можешь ты немного вот опровергнуть этот факт? Да, да, конечно. Успехов, конечно, было немало, но сложился какой-то стереотип, что действительно какой-то зазнавшийся человек, высокомерный. Я понимаю, человек добивается успеха, но это не повод о нем говорить это в таком ключе. Я всего-то учусь на отличном университете, всего-то руководитель студенческого актива, я всего-то веду мероприятия, работаю в свои 20 лет на телевидении, веду свою программу, победитель нескольких конкурсов. Ну, мы все такие, Да, что тут абсолютно. необычного, да. Обычный гражданин Обычный Чеченской Республики. обычный, да. Да, Ирисхан, и такой вопрос, вот я немного, конечно, удивлен, но ты попал на телевидение в качестве ведущего. Как тебе это удалось? Ну, удивляться тут нечему, мама, мне кажется, вот это вполне оправданная фраза, что талантливых людей берут везде, талантливый человек талантлив во всем. И, в принципе, Ирисхан, это- подожди, ты понимаешь, что ты как бы не опровергаешь эту информацию, а как-то ее поддерживаешь? Конечно, я это понимаю, мама. Просто я подумал, чем я буду пытаться опровергнуть этот стереотип. Лучше я пошучу немного над ним, и спасибо тебе, что мне помог и подыграл. Желаем удачи твоей организации. Да, Ирисхан. У нас сегодня в гостях был Магомед Султан Салтымурзаев, друзья. Ну что, дорогие друзья, вот и все, подошел к концу очередной выпуск «Добрый вечер, Грозный». Спасибо вам большое, что провели это время с нами. Я передаю слово нашему музыкальному гостю, народному артисту Чеченской Республики Мураду Байкаеву, а с вами прощаюсь ровно на 1 неделю. Встретимся с вами в этой же студии на телеканале Грозный и подведем итоги ушедших дней. Добрый вечер, Грозный! Возле горных вершин вьется огненный ветер, облетая ночные туманы вдали. Кто сказал, что сыны за отцов не в ответе? Если дело касается чести семьи, и неслись табуны по долинам кругами, ты смотрел с высоты, словно знал до конца, что свобода лишь там, где хранился веками тот язык, на котором учили отца. На дороге отца бьются вешние грозы, на дороге отца ночь отлита свинцом, на дороге отца материнские слезы, боль ушедших отцов. На дороге отца, на дороге отца бьются вешние грозы, на дороге отца ночь отлита свинцом, на дороге отца материнские слезы, боль ушедших отцов. На дороге отца.